В Венесуэле начался 7-дневный траур по скончавшемуся накануне от рака Уго Чавесу. Минувшей ночью вице-президент Николас Мадуро, которому до выборов перешли полномочия главы государства, объявил о смерти Чавеса в телеобращении к нации, призвав страну сплотиться и соблюдать спокойствие. В своей речи Мадуро обвинил недругов Венесуэлы, в особенности США, в попытке подорвать венесуэльскую демократию. По мнению вице-президента, болезнь Чавеса была вызвана именно происками врагов. Мадуро требует провести расследование гибели главы государства. Ну а эпитафия на смерть Уго Чавеса в материале Вадима Милицына. Ребенок, солдат, офицер, команданте. 58 лет в нескольких десятках фотографий. Что наша жизнь? Борьба. Что бы ни говорили критики покойного венесуэльского лидера, Уго Чавес, в отличие от многих других авторитарных политиков, был яркой личностью. В начале 90-х убежденный сторонник революции. Участвовал в 2 переворотах, оба провалились. Отсидел за это в тюрьме. Выйдя на свободу, Чавес изменил тактику, влившись в демократический избирательный процесс. Победив на президентских выборах в 1998 году, бессменно возглавлял Венесуэлу в течение 14 лет. Оппозиция неоднократно обвиняла его в узурпации власти, однако назло ей он каждый раз честно побеждал на выборах и референдумах. Законный, демократически избранный диктатор. К такой последовательности политических терминов на Западе за минувшие 14 лет так и не привыкли. Улицы Каракаса с ночи переполнены скорбящими людьми. Можно называть их невежественными, но нельзя обвинить в лицедействе. Такие люди рождаются раз в 100 лет. Он боролся за Венесуэлу, он стоял горой за бедных, таких как мы. Такое чувство, что у меня откололся большой кусок сердца. Я никогда не был сторонником Чавеса и не разделял его идей, но должен признать, он оставил большое наследие, много позитивных свершений, за которые мы все будем ему благодарны. Чавес пытался избавить страну от нищеты и неравенства, внедрял бесплатную медицину и образование, субсидировал питание и жилье для бедных. Однако в какой-то момент реформы сбились с курса. Президент с его левацкими взглядами не смог предложить долгосрочной стратегии решения экономических проблем Венесуэлы. В стране процветала коррупция, росла преступность, инфляция достигала 30% в год. Средний класс стремительно нищал. Во внешней политике процветал параноидальный антиамериканизм. Враги США автоматически становились друзьями Венесуэлы. Я с ним много раз встречался, близко и хорошо знаком, вел переговоры, организовывал здесь встречи и был в восторге от его мужественной борьбы как солдата, который до конца стоял на своем посту, отстаивая суверенитет и независимость своей страны и достойную жизнь своего народа. На улицах Майами, где проживает большое число венесуэльских эмигрантов, всю ночь продолжался праздник. Изгнанники отмечали конец эпохи правления команданте. Конечно, это не по-людски праздновать смерть другого человека. Но, с другой стороны, сегодня начало новой эры для нашей страны. У нас появилась надежда на возвращение в Венесуэлу, в страну, которая будет свободной, процветающей и безопасной для жизни. Гроб с телом Чавеса будет выставлен в Каракасе для всенародного прощания. До новых выборов, которые должны состояться в течение ближайших 30 дней, исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Николас Мадуро. Скорее всего, именно между ним и лидером оппозиции Энрике Каприлесом, проигравшим на последних выборах, и развернется основная борьба. Преемник Чавеса на волне всеобщей скорби имеет все шансы победить. Венесуэла продолжит идти прежним курсом, но уже никогда не будет такой, как прежде. Хуже, лучше, но определенно другой. Такие, как Чавес, действительно рождаются раз в столетие. Вадим Милицын, телекомпания RTVI.